Добрый день, дорогие телезрители телеканала Анна Ньюс. Вновь рады вас приветствовать. Сегодня у нас в студии старший научный сотрудник Института Африки Российской академии наук, представитель Крещенской общины города Москвы Иванов Анатолий Николаевич. Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о такой теме, как тюрки-христиане в России. Вот тюркский мир, он достаточно большой. Значительная часть населения Земли – это тюрки. Вот Евразийский континент. Давайте посмотрим на его географию и этнографию. Тюрки проживают в Турции, тюрки проживают в значительной части Сибири. Тюрки проживают в разных частях нашего континента. И что объединяет тюркский мир? Его, как некоторые считают, объединяет общая история, общие предки. Некоторые считают, что его объединяет исламская религия. Но если мы будем разбирать этот вопрос детально, глубоко, то мы увидим, что в одной только России порядка 30 этносов, маленьких этнических групп тюркских, исповедует православие, исповедует христианство. Мы давайте посмотрим вот на Молдову, гагаузы – это тоже православный тюркский народ, который говорит на диалекте турецкого языка. И те, кто утверждает, что закваска тюркского мира – это ислам, они ошибаются. Тюркский мир, он двуконфессионален. Есть те, кто исповедует ислам, есть те, кто исповедует христианство. И вот Россия – это та страна, которая сейчас взяла курс на создание концепции своей этнической принадлежности, цивилизационной принадлежности. Владимир Владимирович Путин провозгласил о том, что необходимо создать единый российский народ, который включал бы в себя различные этнические группы. И тюрки – это один из основных строительных компонентов этой общности, именуемой российский или русский народ. Вот что вы можете рассказать о тюрках-христианах и вообще о данной проблеме? Могу сказать следующее. Действительно, тюркский компонент в общей численности нашего населения составляет значительную часть. Среди них имеются как мусульмане, так и православные. В этой связи мне хотелось бы остановиться на одном из тюркских народов или этносов, о которых в нашей стране не так многие знают. Я имею в виду о кряшинах. Кряшины, или их еще называют крещеные татары, крещена, или православные татары, проживают в основном на Средней Волге. Но отдельные анклавы кряшин имеются также, кроме Татарстана, в Башкирии, Удмуртии, в Кировской, Челябинской и в ряде других областей. К сожалению, численность кряшин в нашей стране не совсем исследована. Предполагается, что еще до революции, по крайней мере по переписи 1897 года, православных или крещенных татар, как тогда перепись озаглавливала их, насчитывалось более 100 тысяч. Перепись же 26 года насчитала их 121 тысячу. После этого в переписи отдельной графой кряшины никогда не проходили. Поэтому выяснить их численность сейчас довольно сложно. Анатолий Николаевич, вот такой вопрос. Ведь до революции
татарских деревнях некоторых, которые именуются, к примеру, Кряж-Серда, вот само название Кряж-Серда говорит о том, что это крещено-татарская православная деревня. И вот в Татарстане существовали даже епископские кафедры, которые занимали крещенные православные татары. И богослужение в храмах совершалось на крещенском языке. И сейчас в значительных, скажем так, масштабах православный тюркский компонент в Татарстане представлен. Есть церкви, где так же, как и 100 лет тому назад, богослужение совершается на тюркском языке. Есть священник, отец Павел Павлов, он является благочинным крещенских приходов. Давайте вспомним похороненного на Арском кладбище в Казани Ильминского, просветителя крещен. И это же нельзя вычеркнуть из истории. Вот вы говорите, численность неизвестна, вы говорите, что сейчас толком никто о крещенных не знает. Ведь это же, наверное, не совсем так. Потому что если мы посмотрим в историю, да, то Русская Православная Церковь уделяла огромное значение поддержке вот этой тюркской христианской этнической группы. Действительно, православие и крещеное, в общем-то, они всегда были связаны. Насколько вот известно, те исторические, по крайней мере, данные, которыми мы владеем, говорят о том, что крещеные приняли православие еще после присоединения Поволжья к России. Еще до Ивана Грозного. Но вместе с тем имеются отдельные сведения, что часть болгар приняла православие в X-XI веках. И к приходу России в Среднее Поволжье они уже были православными. Но имеется еще и большие данные или другие сведения о том, что православие якобы проникло в Поволжье еще раньше. По крайней мере, насколько вот известно, на болгарский язык были переведены религиозные книги, в частности Евангелие, в V веке. То есть имеется долгая традиция исповедания православия среди поволжских народов. Тот факт, что до прихода России на берега Волги, на берега Средней Волги, православие сохранило свое место, говорит о том, что численность, видимо, этих православных людей была немалая. Если бы это были какие-то единичные, то наверняка бы они ассимилировались. Далее следует следующее. После присоединения Казанского ханства к России началось крещение местных народов. Крещеные, видимо, были первым народом, кто принял православие. По крайней мере, вот часть первых кряжен, которые остались православными, они, потом их называли старокрещенными, они, видимо, сохранились со времен первого крещения, именно со времен Ивана Грозного. Далее вторая волна крещения прошла во времена Петра I. Часть татар перешли в православие, некоторые добровольно, некоторые насильственным путем. Вот эта новая группа лиц, которые приняли православие, получили название новых крещенных татар. Часть из этих татар, то есть имеется даже данные, что приняло православие около 3500 татар. Из них 2000 добровольно, 1500 якобы были переведены или приняли православие под насилием. Вот первые 2000 татар, они вскоре обрусели.
И многие русские фамилии, такие как ну, Князья Юсуповы, например. князья Юсупова, целый ряд, да, они, в общем-то, потом уже были в лоне русского этноса, себя не чувствовали крашенными. Кроме того, сейчас имеется серьезное расхождение в толковании самого понятия крашен. Ряд татарских историков настаивает на том, что крашены – это никто иное, как православные татары. То есть татары, которые были насильственно крещены. Но, к сожалению, видимо, это не совсем так, потому что сами крашены себя не считают православными татарами. В этой связи, наверное, надо четко разделить. Имеется сами группа вот православных татар, или православных тюрков, вернее, делится на несколько групп. Это первые кряшины, которые, видимо, были исконно, то есть были крещены еще в XVI веке. Вторая группа – это православные татары, те, которые перешли в православие, но в более позднее время, и они сами себя кряшенными не считают. А вот как же те христиане, которые еще до Ивана Грозного среди тюркского мира были? Ведь если мы возьмем историю, то даже в средние века, в период крестовых походов, значительная часть нынешней Центральной Азии была заселена христианскими тюркскими народами. Давайте вспомним известную историю о престоре Джоне. И папа римский хотел даже крестоносцев послать, освобождать его от монголов. И действительно, распространение христианства среди тюркского мира имело место быть. Еще, как вы правильно сказали, да, даже не в V веке, и тем более в средние века. И вот не все же ведь были исламизированы на территории Поволжья. Ну, здесь, может быть, тюрки. следует вспомнить о том, что еще до крещения или до проникновения православия в этот край был ареалом распространения несторианства. Вот, ветви христианства. Ветви христианства. Да. И если, допустим, в общем-то, сейчас, конечно, каких-то исторических сведений не осталось, но то, что когда-то эти местные народы были христианами, отражается на их языке. Если проанализировать язык, можно найти многое из христианских, я бы сказал, элементов, которые сохранились в языке и в быту. Когда Россия присоединила Поволжье, те народы, которые были до того уже под влиянием христианства, под влиянием православия, они добровольно, естественно, приняли православие и перешли в лоно Русской Православной Церкви. В лоно Русской Православной Церкви. И хотя они у нас получили название старокрещенных татар, но на самом деле часть из них сохранила зачатки православия еще со времен, может быть, более прежних влияний. То есть имеются сведения о том, что православные священники приходили на берега Волги еще при Владимире. Возможно, часть населения приняла православие уже при Владимире. И вот это все как-то не исчезло из памяти народа. Кряшины так и не перешли в ислам. Это говорит о том, что если бы они были просто язычниками, скорее всего, они бы под влиянием окружающего населения и той насаждаемой культуры казанской,
они бы с удовольствием, или вернее добровольно перешли в ислам. Но этого не случилось. Анатолий Николаевич, у нас время нашей программы, к сожалению, подходит уже к концу. И хотелось бы, наверное, спросить вас, перед тем, как мы завершим, о следующем. Вот сейчас мы планируем проведение большой конференции в Стамбуле, может быть, в декабре этого года, под названием «Христианский фактор в тюркском мире». Мы планируем пригласить на эту конференцию ученых из различных стран мира, которые специализируются на теме исследования феномена тюркского христианства как такового. И, может быть, фактор православных тюркских народов в России тоже может стать очень интересной частью этой конференции. Может быть, вы могли бы как-то принять участие в этой конференции, выступить каким-то более развернутым докладом, и после проведения данного мероприятия здесь, в студии телеканала Анна Ньюс, рассказать нашим зрителям о проделанной работе, проведенном мероприятии и как-то привлечь внимание наших сограждан, которые относятся именно к тюркским христианским этническим группам, к данной проблематике. Ну, здесь можно сказать следующее. До сих пор вот я не сталкивался с процессом как-то объединения православных татар в нашей стране. Пока нет такого органа, который бы вот не только, я имею в виду, в конфессиональном плане, но и в этническом плане объединил все эти народы. Если бы появился какой-то такой, не орган, даже просто нечто вроде, ну, комитета, который бы смог их сплотить, конечно, для этих народов продвижение православия стало бы значительно легче. Но вот я беру простой пример. До сих пор во многих районах, где проживает православное население, отсутствуют церкви. В том же Татарстане, к примеру, Крашен, ну, порядка 8%, допустим, населения. Если взять численность мусульманских храмов и сравнить их с численностью храмов, которые имеются у Крашен, то получается неприглядная картина. Крашенских храмов на все население порядка 5. То есть на каждые 52 тысячи человек приходится один храм. Тогда как для мусульман таких храмов приходится примерно на 1000 человек. И, разумеется, в этом плане поездка поездка, я имею в виду, в Стамбул для участия в этих мероприятиях, для православных тюрков в нашей стране представляла бы огромный интерес. И послужила бы как-то фактором консолидации, объединения их с тем, чтобы процесс распространения православия среди них продолжался. Спасибо вам за теплые слова в адрес нашей предстоящей конференции. И вот, собственно, относительно консолидации христиан, тюрок России, такие попытки сейчас предпринимаются. Вот, в частности, в предстоящее воскресенье, 6 ноября, после Дня народного единства, будет отслужен молебен на татарском языке в Московском храме апостола Фомы, на крещенском языке. И эту традицию совершать подобного рода богослужения вел преснопамятный иерей Даниил Сысоев, который мученически представился перед Господом в ноябре
1909 года. Он был убит прямо перед алтарем храма. И такие попытки консолидации православных тюрок России сейчас предпринимаются. И один священник, отец Даниил Сысоев, который по матери татарин, он принес даже себя такую жертву, стал мучеником, свидетелем перед Господом за дело объединения православных тюрок. И дай Бог, чтобы такие инициативы по консолидации продолжались и были бы Господом благословлены. Я согласен, потому что примерно аналогичное же мероприятие проводится и в Москве. Вот, например, неоднократно встречались представители Кряшинской общины Москвы и Московской области в плане создания некой организации, которая бы способствовала объединению Кряшин Москвы. Хочу сказать, что значительную помощь в этом плане нам оказывают православные татары, которые являются основными прихожанами церкви апостола имени Фомы. Так? И в этом плане, конечно, благоприятные условия создаются. Но хотелось бы, чтобы эти процессы как-то активизировались. Спасибо вам огромное за интересный рассказ. До новых встреч, дорогие телезрители. Спасибо, до свидания.